В эфире новости, в студии Василий Раченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. В работе линии электропередач в Биркаките нашли нарушения. Южно-якутские энергетики прочесывают многокилометровую сеть, чтобы восстановить снабжение. Все службы приведены в готовность, созданы и резервные бригады. В Якутии готовятся к запуску ракеты-носителя «Союз-2-1Б» с космодрома «Восточный». Якутский чай доставят на Королевский двор Великобритании. Обернутый в традиционную берестяную упаковку, он, скорее всего, попадет в музей чая. Нарушения в работе воздушной электролинии обнаружили в поселке Биркакит Нерюнгринского района. Об этом сообщают южно-якутские электрические сети. Технологическое нарушение было зафиксировано на линии 110 киловольт СХК Биркакит 15 декабря в 20:28 часов, говорится в сообщении. Энергетики продолжают осмотр изоляции и устройств релейной защиты и автоматики. Оперативный обход участков ВЛ протяженностью в 12 километров ведут аварийно-восстановительные бригады Нерюнгринского РЭС. Ранее наш телеканал передавал, что под ограничение электроэнергии попали Нерюнгри и Енгра, Биркакит, Золотинка и Серебряный Бор. Якутия готовится к запуску ракеты-носителя «Союз-2-1Б» с космодрома «Восточный». Все соответствующие службы региона обеспечат безопасность в районах падения отделяющихся частей. Первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников провел совещание, во время которого доложили о принятых мерах. Сформированы и 14 декабря направлены группы спасателей для обеспечения безопасности в Алданском и Кобяйском районах. Группы полностью оснащены необходимой техникой и автомашиной УАЗ. Кроме того, принято решение о направлении дополнительной группы спасателей в село Сибян-Кюэль. Напомним, запуск ракеты-носителя с британскими спутниками OneWeb с космодрома «Восточный» состоится 18 декабря. Метод определения клеточного иммунитета с COVID-19 создали в России. Анализ показал, что абсолютное большинство людей с антителами имеют клеточный иммунитет. Порядка 30% переболевших, не имеющих специфических иммуноглобулинов, также обладают SARS-CoV-2. У лиц, не болевших COVID-19, в ряде случаев наблюдаются специфичные клонотипы, что позволяет предположить наличие присущего иммунитета, обусловленного сезонными коронавирусами или другими возбудителями ОРВИ. Движение по автозимнику через реку Алдан открыли в Якутии. По информации пресс-службы Управдор-Вилюй, открыта ледовая переправа Хандага-Мегина-Алдан. Разрешенная грузоподъемность составляет до 10 тонн. В целях обеспечения безопасности и предотвращения опасных ситуаций Управдор-Вилюй настоятельно рекомендует соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы, говорится в сообщении. Актированный день сегодня, 16 декабря, объявлен в школах Якутска и ряде районов. По данным Якутского управления ГИС-метеослужбы, температура воздуха в Якутске в 6 утра по местному времени составила минус 48 градусов, безветренно. Не идут в школу учащиеся с 1 по 8 классы. На севере региона сегодня от минус 45 до минус 50 градусов, в заречных районах от минус 46 до минус 51. Холодно сегодня в центральной части республики от минус 48 до минус 52 градусов. На юге от минус 45 до минус 49. В очной форме в Якутии продолжают работать порядка 170 школ. В очно-заочной 237, в дистанционной форме 243. На карантине находится 41 школа в 5 детских садов. Об этом сообщил вице-премьер Сергей Местников. По его информации, больше всего классов закрыто в Якутске. На дистанционном обучении их 75. Остальные 28 приходятся на районы, в том числе в Алданском 10 классов, в Нерюнгринском 8 и еще в ряде районов закрыто от 1 до 4 кабинетов. Что касается детских садов, вице-премьер отметил, что всего на карантине продолжают находиться 5 учреждений дошкольного образования. Еще одна школа присоединилась к проекту «Цифровая образовательная среда» в рамках нацпроекта образования. Что дает участие в данной программе, в материале Дмитрия Тымырова. Проект «Цифровая образовательная среда» – это трансформация системы образования, создание безопасной учебной среды. Одним словом, для организации учебного процесса теперь будут применяться только современные информационные технологии. Мы являемся свидетелями следующего этапа развития системы образования, инфраструктуры образовательных организаций через создание таких вот уникальных цифровых образовательных сред. Я считаю, что это позволит нам сформировать новые навыки, востребованные в
21 веке наших обучающихся. Сегодня школа номер 25 города Якутска открыла 3 кабинета в рамках данного проекта, а также под цифровую среду адаптировала и школьную библиотеку, где в каждом кабинете закуплена и установлена вся необходимая техника. Так, на смену классической школьной доски приходят современные мультимедийные. Отныне такие экраны становятся предметом передачи информации для учителей, для современных школьников. Путем применения современных технологий здесь проецируется вся необходимая информация, а также тут же без применения мела и школьной тряпки можно пальцем обвести, какое задание школьнику необходимо выполнить. Применение новых возможностей не только облегчает организацию учебного процесса, но и помогает учителю-предметнику применить как можно больше ресурсов при выстраивании урока. Доступ к таким электронным ресурсам нам дает быстро и качественно реализовать свои интересные проекты, также качественно и быстро подготовиться к урокам, а также к различным школьным мероприятиям. Благодаря данному проекту образовательные учреждения региона успешно вошли в дистанционное образование, что помогло многим учебным заведениям безболезненно организовать учебный процесс в период пандемии. Нынче в 2020 году открыли 19 площадок в 19 школах. В прошлом году, в 2019 году, цифровая образовательная среда была реализована в 11 школах. И в рамках этого мероприятия мы первую форсайт-сессию провели на базе 4 школ города, где наметили положительные, отрицательные моменты, все взвесили и наметили планы на развитие. Сегодня в регионе проект «Цифровая образовательная среда» реализуется в 102 образовательных учреждениях. Из них 76 – это школы, 26 – профессиональные образовательные организации. В следующем году региональное министерство образования планирует продолжить эту работу и расширить количество школ, где будет внедрена цифровая среда. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск. В Википедии появится еще больше информации о Якутии. В столицу прибыл директор Викимедиа.ру Владимир Медейко. Обсуждаются вопросы продвижения якутской культуры в интернет-пространстве, написание статей про известных якутян в международной энциклопедии, представление якутской науки в рамках творческого конкурса «Наши университеты» и другое. Те, кто готов сделать вклад в продвижение своих населенных пунктов и районов, приглашают к участию в онлайн-мероприятии на платформе Zoom. Для того, чтобы стимулировать наполнение Википедии информацией о Якутии, о культуре, о географии, об экономике, обо всем на самых разных языках. В первую очередь, конечно, на русском, но также на английском, то есть, чтобы о Якутии знали в мире больше и больше. А понятное дело, что очень многие люди, по крайней мере, наверное, даже большинство в мире, они первым, кто ищет, это в Википедии информацию. И, соответственно, чем больше у нас информации о Якутии будет в Википедии, тем больше республики будут знать во всем мире. В селе Хатыстыр Алданского района проходит декада Белецкого наслега. Программа торжеств обширна, несмотря на то, что празднование проходит в удаленном формате. Татьяна Вахнина с подробностями. Эта песня теперь гимн села Хатыстыр. Ее авторами стали музыканты из Якутска Светлана и Егор Неустроевы. Дважды в год супруги приезжают в Белецкий наслег. Здесь они организовали хор. Песня была написана год назад на якутском языке. Хатыстырцы перевели куплеты на русский и эвенкийский. Роликом с исполнением гимна открылась декада Белецкого наслега. В этом году праздник посвящен 90-летию ученого тунгуса-маньчжуроведа Якутии Анны Мареевой и 75-летию Великой Победы. Празднество проходит в удаленном формате. Богатство и великолепие эвенкийской культуры представлено в видеороликах.
Тепло и сердечно с праздником Наслега земляков поздравили трудовые коллективы. Жители признаются, что новый формат, хотя и непривычен, но отнюдь не сложен. Пандемия научила работать по-новому. Расширилась и география гостей праздника. Если раньше в дни Наслега в Хатыстыр в основном приезжали гости из близлежащих городов и сел, то теперь песни, поздравления и конкурсы смотрят жители во всех уголках Якутии. Все, что было задумано, все исполнится в срок. Не погаснет без времени золотой огонек. Программа Дней Белецкого наслега обширна и разнообразна. Жители села Хатыстыр и поселка Угаян прочтут нингакан на эвенкийском языке, продемонстрируют национальные костюмы, примут участие в семейном конкурсе и представят театрализованные сценки. А увенчает праздник присвоение звания «Почетный житель Белецкого наслега». Татьяна Вахнина, Алданский район, село Хатыстыр. Якутский чай доставят в качестве подарка на Королевский двор Великобритании. Руководитель компании «Сахачай» рассказала, что сейчас ищут подходящую упаковку. Хотят презентовать в национальной берестяной, которую изготовят местные народные мастера. В компании предположили, что после передачи его поставят в Королевский музей чая. Презент хотят передать через вице-президента корпорации «Синергия» Ольгу Грищенко. В ноябре его презентовали на российско-британском форуме. Сегодня утренним рейсом в Якутск прилетела новоиспеченная чемпионка России по классическому марафону Сардана Трофимова. Она отметила ровную и идеальную поверхность сочинской трассы и благоприятную погоду для марафона. В конце года Сардана выступила на 2 стартах, что впервые в ее карьере. Обычно бегуны марафона в год делают 1 официальный забег. С учетом того, что трасса была чуть длиннее, Сардана выполнила олимпийский норматив, показав лучшее время в России – 2 часа 27 минут 8 секунд. После отдыха в конце декабря спортсменка приступит к сборам. В 2021 году первый старт намечен на апрель. Это чемпионат России в Сочи. Но в московском марафоне я была, можно сказать, готова немножко лучше, потому что это все равно был первый старт. Но так как трасса в московском марафоне сложнее, не получилось показать такой же результат, как и в Сочи. Ну, вот так. Мы очень довольны результатом, тем, что подтвердили норматив. Ну и даже то, что трасса получилась длиннее, это показывает то, что у нас есть очень большой запас. На этом пока все, но наши корреспонденты продолжат следить за новостями. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.